В реанимационном отделении республиканской больницы на сегодняшний день продолжает оставаться один из пострадавших. У сотрудника ГСО Ахрыджопу огнестрельные ранения. Его состояние стабильно тяжелое. Также в больнице находятся сотрудники правоохранительных органов с переломами ключицы, челюстно-лицевыми травмами. На данный момент в больнице находится 7 человек, 3 из которых с огнестрельными ранениями. Основная часть пострадавших госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Один с огнестрельным ранением сквозным бедра, повреждение мягких тканей. Второй с огнестрельным ранением грудной клетки с переломом ключицы и огнестрельное ранение коленного сустава с отрывом надколенника. Все они прооперированы. Тяжесть состояния обусловлена степенью тяжести перенесенной операции. На сегодняшний день состояние стабильное, находится в отделении реанимации по наблюдениям. Сегодня-завтра, наверное, переведут. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Остальные больные лежат в нейрохирургии, в хирургии, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей грудной клетки и ушибами шейного отдела позвоночника. На сегодняшний день они получают соответствующее лечение. Будем надеяться, что в скором времени они поднимутся на ноги. В полном объеме было оказано нашими специалистами, были вызваны дополнительные бригады. Они прооперированы все и получили в полном объеме медицинскую помощь. Медикаментами обеспечены, здесь получают полностью адекватное лечение. Все произошедшее накануне – это вероломство, и такое больше не должно повториться, заявил Рауль Хаджинба журналистам по завершению посещения пострадавших. Ситуация, вот та, которая вчера произошла, это вероломство. По-другому это никак не назовешь. В момент проведения нашей встречи с оппозиционными представителями значительная часть людей переместилась с места проведения митинга и ушла в здание МВД. И что там дальше происходило, многие из вас знают. Впереди были поставлены люди. Эти люди были в невменяемом состоянии. Сами представители оппозиционной, говорится, среды, руководители наблюдали со стороны. И все это привело к тому, что пролилась кровь. Продолжать накалять ситуацию не будет позволительно никому, подчеркнул президент. По словам Рауля Хаджинба, прокуратура уже начала расследование вчерашних событий, по результатам которого будут приняты меры. Будет все сделано для того, чтобы привести в порядок нашу страну и чтобы это больше не повторялось. Мы говорим о чести, достоинстве, абсвора. Где это все? Они все вчера растоптали и превратили просто в хаос все, что было сделано за все это время. И никаких, как говорится, действий дальше вот такого рода никто им не позволит. Какова сегодня ситуация в МВД? Во дворе остается или кто-нибудь? Нет никого сегодня там. Все, что можно было разрушить снаружи, они разрушили, но вовнутрь никто не попал. И это как раз-таки показатель того, что и в милиции есть люди, преданные своему делу, а не так, как их расписывают иногда. И все сотрудники специальных служб, службы государственной безопасности, ребята, которые принимали участие, сделали все возможное для того, чтобы не превратить это в достаточно большое кровопролитие. Что касается референдума, он будет проведен 10 июля. Никаких решений о переносе даты не было и не будет, заявил президент. Все попытки, которые вчера были предприняты, это было как раз-таки нацелено на срыв референдума. Понимая, что никаких результатов они не получат от этого референдума, попытались все сделать для того, чтобы сломать эту ситуацию. Сегодня нужно уже принимать адекватные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего развития событий. Я им все разрешил, помимо того, что касается переноса референдума. Фактически, все те требования, которые были, говорится, выставлены, они получили разрешение. Но переносить референдум никто не собирается. Он будет. Они его требовали, они его хотели. Они же говорили о том, что в стране хаос, бардак. Так если они хотят действительно провести соответствующее мероприятие, то я думаю, что у них было время подготовиться к этой ситуации. Какие меры в первую очередь вы будете предпринимать вот сегодня с утра? Меры по дальнейшему недопущению эскалации. Все службы будут приведены в порядок. Есть люди, которым не безразлична судьба нашей страны, и будут делаться все мероприятия так, чтобы это больше не повторилось. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.